Образцовый ансамбль народного танца «Йылдызлар» из города Вулкане, что более 10 лет прославляет Гагаузию и Молдову на международных сценах. Прославляет искусством танца тех народов, которые проживают на территории региона и нашей страны. Недавно коллектив побывал на фестивале народных танцев в городе Ялова в Турции. Сейчас об участии на этом фестивале расскажут молодые руководители этого ансамбля. Но и никак мы не можем забыть, конечно, первого руководителя образцового ансамбля Михаила Федоровича Савастина. Помним и чтим, конечно же. Ну и хочу представить гостей нашей студии. Нынешним руководителем ансамбля является Сергей Боев. Доброе утро, Сергей. Вместе с нами ассистент хореографии Петр Карагяур. Доброе утро. Доброе утро. Вместе с нами танцоры Станислава Щекерли и Александр Узун. Доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать в нашу студию. Ну что, рассказываем, делимся впечатлениями. Недавно побывали на фестивале. Что это за фестиваль был? Ну, вы, наверное, Сергей, как организатор, расскажете нам, с какой программой коллектив поехал на участие, сколько времени готовились? Готовились немного времени, потому что в последний момент пришло приглашение, что мы должны поехать. И там была возрастная категория от 14 лет. И так как у нас средний состав остался не выше 14, уже ради нас Турция переделала приглашение. И получается, что наш коллектив был самый молодой. Они от 10 лет до 10 лет были. Так танцоры. хотели сильно, чтобы поехал коллектив, да? И готовились неделю. 10 дней, что ли, не больше. Это те номера, которые были поставлены ранее, да? Да. С какой программой поехал коллектив? 3 гагаузских и 2 молдавских. 2 молдавских один раз танцевали, чтобы тоже видели, но в основном гагаузские танцевали, потому что мы представляли Гагаузию. И они приглашали туркоязычных, кто ближе к ним. И поэтому как раз гагаузские к ним подходили больше, чем молдавские. Какие народы представляли свои программы на данном фестивале? На данном фестивале, как и сказал Сергей, были туркоязычные народы, связанные с турецкой культурой. Это были народы из Сербии, из Румынии. Также были народы Кабардино-Балкарии, Осетия была, южная и северная. Также были коллективы из Азербайджана, Македонии и Кыргызстана. Также в фестивале принял участие коллектив из города Ялова. Они также проживали с нами вместе, мы разделяли с ними наш досуг, и они были нашими кураторами во все время поездки. Какое время побыли там, ребята? Мы были там с 17 по 23 июля. Получается 6 полных дней. В которые каждый день мы имели какую-либо концертную программу. Или в городе Ялва, или за его пределами. Дети танцевали на, получается, 4 разных сценах. 2 раза в центре города Ялова. 1 раз на термальных источниках мы станцевали. Это был такой, как микрогород в горах при термальных источниках, и туда решили нас отправить с танцевальной программой. Также мы станцевали в амфитеатре города Ялова на гала-концерте. И мы станцевали в городе Тешвике в последний день нашего там пребывания, где также поделились нашей культурой. Один из номеров, очень хотелось бы сейчас посмотреть выступление ребят. Какой номер посмотрим? Думаю, можно посмотреть «Карши Авасы», потому что этот танец, он как бы олицетворяет собой начало, встречу и гостей у нас на свадьбах и вообще на всех мероприятиях. Ну давайте посмотрим на наших ребят на международной сцене.
Выступали в тенечке, но видно, что под открытым небом был установлен шатер? Да. Ну, расскажите, как встретили вас? Какая публика была? Нас встретили очень гостеприимно. Нас сразу же отправили в номера, чтобы мы отдохнули после долгой поездки. Нас, Полюбили? да, Полюбили. Вы сейчас в этих же костюмах, ну, в которых мы видели вас в ваших выступлениях. Это новые костюмы? да, Какой народности? гагаузской. Гагаузской. Потому что вы еще и гагаузский номер станцевали в гагаузских костюмах. Если немножечко рассказать о той атмосфере, которую вы там прочувствовали. Петр сказал, что в разных городах были, на разных площадках были. В разных населенных пунктах другие были зрители? Это были местные жители? Либо все-таки те ансамбли, которые тоже поехали представлять свою культуру танцев, они вместе с вами? Были и ансамбли, были и жители этого города. Приезжали жители и других городов посмотреть на нас. Аплодировали, не аплодировали? Этот момент достаточно интересный. После выступления на гала-концерте, это был вечер, уже получается под полночь. И так как наши дети самые молодые, никто не ожидал, что они смогут выдержать настолько поздно выступить. И мы, когда заходим после выступления в автобус, даже неожиданно так все встали и начали аплодировать нашим детям. Именно танцоры и руководители. А как же выдержку вырабатываете? Это здесь все, что на репетициях вам передается? Либо это уже коллектив привык все-таки выезжать на международный уровень? Александр? Привык выезжать коллектив каждый раз, когда нас приглашают куда-то. Ну, руководители, я знаю, что они не просто вас обучают навыкам танцев народных, но они еще и психологическую, да, подготовку какую-то ведут, учат вас, наставления дают. Это играет свою роль вот на ту выдержку, о котором говорит один из руководителей? То есть надо выдержать. Каким должен быть танцор? Танцор должен быть, который, как это сказать, Каким? Помогайте. Терпеливым, трудолюбивым, спокойным, Еще и выносливым. радостным. И несмотря на то, что в дорогах ну, все люди устают, да, танцоры особенно, потому что они физически свою энергетику отдают практически всем зрителям, еще и должны вот этот вот промежуток дороги осилить и достойно выступить. Вообще, как ребята выступили, как оцениваете? Очень хорошо, на уровне. Для своего возраста они выступили там лучше, чем нужно было. Чем, наверное, даже ожидали. Ожидали, как и ожидали, так и выступили. Но для своего уровня, как фестиваль провелся, они выступили очень хорошо. Так как они были самые молодые, они доказали, что наше место в этой поездке еще будет не раз. Что значит для вас участие коллектива вот на таких фестивалях? Тем самым показываем свою культуру. И мы знаем, что в дальнейшем будет приглашать не только Турция, так как фестиваль был многонародный, и многие увидели, как мы выступили, и будут ожидать еще большего в дальнейшем, и будут приглашать сами на другие фестивали и в других городах, и в других странах. Это вот то, о чем вы говорите, Сергей, наверное, и есть пример тому, что поменяли в заявке возрастной ценз, да? Только что коллектив поехал и принял участие. Это не первое выступление на турецкой сцене. У данного состава первое выступление, но у коллектива нет. Коллектив ехал в Турцию несколько раз за свой срок деятельности, но данные дети первый раз покорили сцену турецкую. Выезжая за рубеж, перед командой, перед коллективом какие цели вообще ставите? В
первую очередь получить хорошие впечатления и подарить такие же впечатления зрителям. Потому что все-таки мы не только идем показать свою культуру. Культуру можно показать разными танцами, но именно впечатление оставить о себе и о своем коллективе, это надо постараться. Как стараетесь поддерживать интерес к народным танцам? Коллектив – носитель народных танцев. На самом деле народные танцы, они сами по себе притягивают в наше время. Особенно после таких поездок все больше и больше интерес приходит к этому. Потому что дети видят, так сказать, мир, дети видят сцену, дети видят разные мероприятия. И интерес к народным танцам и у них подогревается, у их сверстников подогревается и также у публики. Станислав и Александр, сколько лет ходите в данный коллектив? На данный момент я хожу 7,5 лет. Первый раз я пошла в октябре. Мне на данный момент было 4 или 3 годика. На данный момент я хожу 7 лет. Александр, вы? В данный момент я хожу 4 года. Пошел я в 6 лет или в 5, я не помню. Ну, пришлось мне. Что удерживает вас в этом коллективе? Любовь к чему? Вообще в целом к танцам, либо к народным танцам, либо любовь к костюму, любовь к коллективу, к данному виду искусства? Что? Любовь к костюму, К танцу и к друзьям, которые с нами танцуют. Мы с ними очень сблизились за долгое время. Коллектив «Илдызлар» – это что за коллектив? Вот если охарактеризовать вашими глазами. это коллектив, который всегда идет туда, куда идет вперед и никогда не сдается. Иметь свои поставленные цели. Да. А какова цель была вот на данном фестивале? В данном фестивале была цель это станцевать так, чтобы понравилось людям. Понравилось? Как вы думаете? Понравилось. Танцоры, когда выходят на сцену, они видят зрителя? Да. Да? Это не мешает? Нет. Бодрит? Вы спите еще? Я рада, что вам понравилось участие. Ну и, конечно же, вы сказали, с целой программы поехали. Второй номер, это какой номер был? Второй номер была сюита гагаузских танцев. Это, получается, несколько танцев, связанные в один. И зачастую можно таким образом показать несколько аспектов нашей культуры и несколько стилей гагаузского танца. Вы говорите о гагаузской сюите. О гагаузской сюите, да. Ну что, посмотрим выступление? Давайте.
Гагаузскую сюиту мы обычно танцуем везде, куда нас приглашают, потому что это изюминка нашего коллектива. Этот танец мы учили очень долго, потому что у нас есть ребята, которым есть по 13-12 лет, а есть, которым есть по 7 или 8. И очень было трудно делать это все одновременно. По разным возрастам. Да. Гагаузская сюита для нас очень красивый танец. Было очень приятно, когда родители вышли с нашими флагами поддержать нас. В душе очень было приятно, и мы танцевали с гордостью и очень радовались тому, что у нас такие родители. То есть поддержали родители. Родители также поехали с коллективом? Также поехали с нами родители и одели национальный, получается, уже молдавский костюм, так как гагаузский был занят. Одели молдавский национальный костюм и вышли вместе с детьми на сцену со флагами. Замечательно. Александр, а каково вот чувствовать за спиной поддержку, особенно родителей? Чувство это очень хорошее, потому что ты всегда чувствуешь, что рядом с тобой свой родитель. С какими народностями подружились? Я подружилась с Болгарией. Я нашла, к нам в какой-то день подошли несколько девочек познакомиться, потому что им было очень интересно, с какой мы страны. Они сказали нам, что у нас очень красивые танцы. Сказали, что если была возможность, они бы перешли к нам в группу с нами танцевать. Это комплимент уже. Да. Вот эта дружба, вот эти фестивали, они, наверное, сплачивают детей, ну и руководителей, скорее всего, да, разных коллективов. Вы что увидели в других танцах, других народностей? То, что у каждого танца была своя изюминка. Стиль. Да. Танцы народов Турции, они более медленные, да? Гагаузские, они более быстрые, Они да? более сценичны. Там больше на сцену именно, что показывают. И танец с мячами есть у них более, Театрализованное да, представление. более театрализованно идет. И именно эффектность данных танцев тоже есть в свой плюс. Мне тоже очень нравятся турецкие танцы. А гагаузские? У нас идет больше ярости, страсти в танцах. Это мы показываем и движениями, и эмоциями. Больше техничность, чем у них. Я смотрю, вот у нас сейчас подарки, ну, как из Турции приехать без подарков, да? Чем похвастаетесь? Вообще, в самый первый день нашего приезда Станислава вместе с представителем Дома культуры, директором Борисом Афанасьевичем Каучем, были на приеме в администрации, так сказать, региона Ялова. И коллективу выдали как сувенир вот такой вот в синей коробочке сервиз для кофе. Там даже есть эмблема города Ялова на подушечке. Также во время фестиваля мы пользовались поддержкой наших, так сказать, молчаливых спонсоров. Мы не знали, есть ли они у нас, но под завершение нам сказали, что нас поддерживал спонсор. Этот спонсор нам на награждение на гала-концерте вышел на сцену и подарил нам картину от себя. Вот данную картину одной гвоздики в достаточно интересном стиле рисования. Похоже на ручную работу. Да, с подписью. А также самое главное, зачем коллектив поехал, это вот данный диплом об участии в 27-м фестивале
Этот фестиваль проводится с 1998 года. И мы приняли в нем участие в фестивале с настолько давней историей. Так как мы были поселены на берегу моря, на первой линии, и остальные коллективы тоже были с нами, мы больше предпочитали отдыхать у моря, но также мы не забывали про культурный обмен. Так как у нас по соседству были коллективы с Якутии, с Якутистана, это были женщины в возрасте, но все-таки они были не против и потанцевать с нами. Они делали каждое утро зарядку, и мы иногда присоединялись к ней. Также по вечерам, так как там получается молодежь, они собирались вечерами и обменивались также своими танцами. Например, если это коллективы с Кавказа, они собирались как бы в одну группу, и каждый из них показывал свой стиль танца. Например, Осетия, Азербайджан, Кабардино-Балкария. У них танцы схожи, но все же разные. И вот каждый обменивался так. Потом мы увидели сходство стиль нашего танца у македонцев и у коллектива с Румынии. Также мы, более взрослые, потому что это уже был поздний час, присоединились к некой такой хоре дружбы, так сказать. А дети участвовали в шествии. Почти каждое выступление в городе Ялова сопровождалось шествием, на котором мы были самыми шумными, так сказать. Был шумный автобус впереди, и мы сзади шли гордо, крича «Гагаузия», и даже под музыку, под аккомпанемент гармошки наши дети танцевали пока шли шествия. Над чем сегодня коллектив работает, Сергей? Пока повышаем технику, выносливость. И танцы подучиваем полностью, чтобы знали старые, которые у них были раньше. И уже с сентября месяца начнем ставить среднему составу новые танцы. И младшему составу уже один танец поставил, и среднему уже начнем с сентября. Ну, а я хочу напомнить, что вместе с нами свое доброе утро начинали гости из города Вулканешты. Это представители, танцоры и руководители образцового ансамбля народного танца «Йылдызлар». Вместе с нами был руководитель Сергей Боев, ассистент хореографии Петр Карагяур, Станислава Щекерли, танцор, и Александр Узун. Наших гостей провожаем, и программа продолжается.